Сыктывкарский университет дал республиканский бал в честь Дня студенчества. Очень хочется вернуть культуру. Очень хочется, потому что вот мы делаем уже не первый бал, и все равно еще трудно. Мы хотим, чтобы народ научился одеваться, да, чтобы вот эта бальная культура балов вернулась. В России со времен Петра I балы проходили от Рождества и до окончания Масленицы. У нас как раз в это время попадает бал, тем более здесь День студента, Татьянин день. И вот праздник мы себе устроили. Уже в 6-й раз республиканские вузы и СУЗы отмечают Татьянин день танцами и светскими играми. Студенты УГТУ сегодня, как говорится, попали с корабля на бал. Времени на разучивание движений не было совсем. Сразу после экзаменов дорога в Сыктывкар. Вчера мы узнали, что вообще проходит такой бал. И у нас есть проректор, который, собственно, взял нас в свои руки и отправил сюда. Вот смотришь фильмы, да, какие-то старинные, старые, где балы, и это очень интересно, ты окунаешься во все это. Очень такие культурные кавалеры, очень красивые девушки. Нам очень понравилось. Поздравить всех студентов республики пришла ректор Сыктывкарского университета Марина Дмитриевна Истиховская. Вы знаете, мне очень жалко, что когда я училась в Сыктывкарском университете, такой традиции не было. Она очень красивая, очень добрая, очень торжественная, и мне кажется, очень достойно таким балом открывать праздничные какие-то мероприятия, посвященные Дню студента. Бал открыл полонез. Этим вечером все танцы делились на два типа. Показательные, в них принимали участие только те, кто разучивал танец заранее вместе с организаторами. И второй вид – танцы с гостями бала. Так что каждый смог покружиться в вальсе, поскакать в польке и исполнить краковяк. Замечательно, прекрасно, очень теплая атмосфера, и мне очень здесь нравится. Я первый раз пришла на бал, и вообще в качестве певца меня пригласили. Вот, но тут все приглашают танцевать, и никак не удержаться. Где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, кружит у пенистой воды. В лучших традициях прадедов бал посетили и офицеры. Оказалось, военнослужащие ждут праздника не меньше студентов. Это уже второй раз, когда нас приглашают на этот бал. В прошлом году наши представители нашей чати тоже участвовали в этом бале. Интересно, конечно, не все сразу получается, но интересно, да. Особую роль на любом балу исполняет церемонимейстер. Человек, который знает все о танцах и светских традициях. Церемонимейстер – это главный человек на балу. Он сидит, начиная от дресс-кода всех присутствующих до правильной расстановки пар и правильного выполнения танцевальных па. Для тех, кто впервые танцует танцы, мы должны показать и рассказать, как этот танец танцуется, чтобы они могли влиться и красиво станцевать вместе со всеми. Королем бала считается вальс. Сегодня он был еще и с хлопками. Если вам не удалось пригласить понравившуюся даму, то исправить это можно было уже во время танца, интеллигентно отбив ее у кавалера 3 хлопками. Завершился вечер котельоном и ручейком. Республиканский бал – это связь нашего сегодня с прошлыми веками, и он показывает, насколько важны традиции для студенчества республики. Руслан Бабкин, Иван Нестерец, студенческие новости Сыктывкарского университета.